Касымбеков Эркинбек, я являюсь старшим советником постоянного представителя программы развития ООН в Кыргызской республике. Если говорить об инновационной неделе открытого правительства, то это инициатива правительства Кыргызстана. Значит, политическую здесь роль, стратегическую роль играло Министерство экономики, участвовал очень активно, значит, Национальный центр по региональному управлению, вот, и, естественно, Всемирный банк и программа развития ООН. Это вот все основные, так сказать, участники и организаторы этого процесса. И в течение этой недели произошли очень знаменательные события. Я считаю, мы пригласили очень значит, современных и высококвалифицированных экспертов с разных стран. Сейчас такие страны, как Южная Корея, Российская Федерация, Молдова. Приехали наши представители с Стамбульского регионального офиса программы развития ООН. Были здесь с Белоруссии, вот, с Казахстана. И мы все говорили о том, что на самом деле движение вперед – это вот появление так называемого умного или цифрового правительства. И квинтэссенция всей этой концепции, естественно, это открытые данные, то есть те данные, которые представляют публичный интерес и которые можно представить в машиночитаемом виде. Для чего? Для того, чтобы граждане могли их использовать в тех целях, которые они считают нужными, но это в пользу государства. Это, во-первых, очень большая экономия бюджетных ресурсов, это, значит, развитие нового бизнеса, новых рабочих мест, ну и так далее, и так далее. То есть мы во всем об этом поговорили. Какие главные выводы можно сделать из этого? У нас были две международные конференции и хакатон. Хакатон, где ребята молодые разрабатывали разного рода приложения на основании использования открытых данных. Мне кажется, первый основополагающий вывод, что Кыргызстан, к сожалению, отстал вот в этом поле. Вот мы когда-то были лидерами региональными, а сейчас мы где-то в хвосте эшелона. То есть нам нужно приложить дополнительные усилия. Но второй важный вывод – это не все потеряно. Почему? Потому что у нас есть колоссальный опыт наших соседей и тех передовых стран мира, которые в этом участвуют. Для чего? Чтобы извлечь уроки, взять лучшую практику. И на самом деле на тот уровень мы можем выйти гораздо быстрее, потому что у нас уже есть проторенная дорожка. Вот. Второе, готовность населения, она очевидна, она ясна. Молодое население вообще в этом смысле продвинутое. Вы сегодня, наверное, видели презентации наших молодых ребят, мне очень понравилось. Вот замечательное, на самом деле, поколение растет. И вот это, так сказать, граждане того будущего цифрового, если хотите, общества, в котором мы все движемся. И где будут оказываться вот эти услуги, и где государство должно создать платформу взаимодействия между частным сектором, гражданами и ими самими. И последнее, что я хотел в этом плане сказать, что мы очень ценим, во-первых, организаторские возможности и способности нашего правительства. Мы благодарны Всемирному банку за то, что они помогли нам найти таких хороших экспертов. И на самом деле это промежуточная только фаза. Мы дальше будем продолжать. И мы надеемся, что мы должны дальше двинуться семимильными шагами. В противном случае мы останемся позади и навсегда останемся, если мы сегодня-завтра не предпримем экстренные шаги. А другого пути, я думаю, у Кыргызстана нет. Почему? Потому что мы, все развитое человечество в этом направлении движется, все технологии каждые 2-3 года обновляются, в том числе обновляется понимание того, что из себя представляет умное правительство, либо digital government, так называемое, цифровое правительство. И в этом смысле и услуги населению, и участие населения в достижении тех целей устойчивого развития, о которых было много сказано на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На самом деле вот этот инструментарий он поможет Кыргызстану участвовать в этой глобальной повестке дня и достичь этих целей на уровне передовых стран человечества, я бы сказал.